Первая команда призванных по мобилизации выехала из Коми в эти выходные. Это мужчины из Усть-Куломского, Удырского, Троицко-Печорского районов и из города Ухты. Они отправились в Санкт-Петербург. Там будет проведено боевое слаживание подразделений. Напомним, 21 сентября президент подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшим солдатам и матросам, получившим персональные повестки военных комиссариатов, необходимо явиться в указанные сроки и пункты. Тему продолжит Анна Зубарева. Добровольцам и призывникам едим, ура! С аплодисментами и криками «Ура!» возле военкомата ухтинцы провожают первых, кто призван по частичной мобилизации. На сборный пункт в Гренаду из города отправилось 17 человек. Кто мог подумать, что детский оздоровительный комплекс однажды станет местом сбора бойцов для отправки на линию огня? Россия, которая встала на защиту всех стран и народов, которых сегодня пытается подломить под себя американский режим. Россия сегодня отправляет лучших своих сынов на защиту нашего Отечества. А это уже фотографии из Усть-Кулома. Отсюда ушли 35 защитников. Их проводили родственники и друзья. Администрация района и местные предприниматели собрали мобилизованным в дорогу необходимые вещи, лекарства, запас продуктов питания. Владимир Уйба заверил, все солдаты получат денежное довольствие в зависимости от звания и боевой задачи. За всеми будет сохранено рабочее место, и по возвращении мужчины смогут вернуться к работе. Глава убежден, сейчас переломный момент в истории. Сегодня вопрос уже стоит не о том, что мы отстаиваем территории Донбасса и интересы наших сограждан. Сегодня вопрос стоит в сохранении России как единого государства, как самостоятельного и свободного государства. К слову, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу. Обращения по Коми принимаются в Сыктывкаре по адресу Бабушкина, 4, офис 378А, контактный номер 21 56 67, а также в региональных группах Народного фронта ВКонтакте и в Одноклассниках. Мобилизация – это закон, но любые нарушения и халатность недопустимы. А тем, кто отбыл, республика желает служить честно, сражаться отважно и вернуться домой обязательно живыми. Анна Зубарева, телеканал Юрган.